Джамалидин Джуроев узнал о ярмарке накануне и сразу решил закупиться продуктами. По его словам, стоимость продуктов здесь немного ниже рыночной. Чтобы население могло закупиться товарами первой необходимости по выгодной цене, подобные мероприятия необходимо проводить чаще, считает он. 10 кило картошка алдым. Я купил картофель по 50 сомов. Раньше мы брали по 70 за килограмм. Это ощутимая разница, особенно для уязвимых слоев населения. Сейчас вот хочу купить чай. Хочется, чтобы подобные ярмарки проходили хотя бы 2 раза в месяц. В городе Баткен цена килограмма мяса выше 650 сомов. На ярмарке его можно купить на 30 сомов дешевле. Правда, покупатели просят снизить стоимость до 570 сомов, как в других регионах. Продавцы с этим не согласны. По их словам, стоимость скота сейчас высокая. Мы и так добавляем к первоначальной цене только 10-15 сомов. Если будем продавать по 570 за килограмм, то это будет нам в убыток. 620 – нормальная цена. На базаре еще дороже. По словам местных органов власти, так как город Баткен – центр области, рыночные цены здесь немного отличаются от тех, что в районах. Это связано с тем, что людей так много, а производства мало. В то же время напрямую влияет на цену продуктов и контрабанда. Картофель сейчас продают по 50-55 сомов. Это связано с тем, что из Кыргызстана в Узбекистан вывезли 44 тысячи тонн картофеля. И цены у нас резко подскочили. Такая же ситуация и с мясом. Но с тех пор, как ввели мораторий на экспорт, цены начали потихоньку стабилизироваться. Отметим, что в целях обеспечения продовольственной безопасности, поддержания стабильных цен на социально значимые сельскохозяйственные продукты и обеспечения граждан доступными продуктами питания подобные ярмарки будут проводиться часто. Халия Дишибаева, Улан Макамбаев, Адыл Уразалиев, ЛТР, Баткенская область.